Я очень рад знакомить вас с нашей страной по книге «Кыргызстан Кыдыраус». Я буду читать вам об Ошской области. А дальше с Кыргызстаном вас будет знакомить известный певец Александр Волкодав. Очень скоро выйдет ролик о Джалабадской области. Рано утром папа заказал такси из Баткена в город Ош. Мама сказала, что ехать туда около 5 часов, но мы ехали дольше, потому что останавливались, чтобы сделать фотографии и полюбоваться красивыми пейзажами. Мы прибыли в Ош после обеда. Я была очень рада, что мы наконец-то доехали. За ужином мама с папой рассказывали нам очень интересные вещи. Ребята, Ош очень древний город. Самый древний среди всех городов Кыргызстана. Как вы думаете, сколько ему лет? Если он самый старый, то, наверное, 100 лет, выкрикнул Бигджан. Бигджан, почему ты думаешь, что ему 100 лет? Потому что это самая большая цифра, которую я знаю. Все весело засмеялись. А ты, Эркинай, как думаешь, сколько лет городу Ош? Я умею считать до бесконечности, поэтому точно не 100. Тогда сколько же? Если Бишкеку 140 лет, а Ош старше Бишкека, то может ему примерно 200-300 лет. Городу Ош более 3000 лет. Вау, так много! Вот именно. Завтра мы поднимемся на Сулайман-Тоо, послезавтра поедем посмотреть историко-архитектурный комплекс Узген. Мам, а что такое историко-архитектурный комплекс? Понимаю, для вас это еще довольно сложные слова, но давай по порядку. Что такое история? История – это наука о том, что было в прошлом. Молодец, Эркинай. А что такое архитектура? Это наши дома и города, закричал Бигджан. Правильно. А что такое комплекс? Не знаю. Это когда что-то состоит из различных вещей. Например, комплексный обед. Значит, там несколько блюд. Или комплексные занятия по физкультуре. Значит, там будет много различных упражнений. Ну а историко-архитектурный комплекс – это значит, что там, скорее всего, несколько архитектурных памятников. Понятно? Да, теперь понятно. Значит, в Узгене мы увидим много древних памятников. Да, но сначала мы пойдем на Сулайман-Тоо. Утром, после завтрака, мы начали взбираться на Сулайман-Тоо. Мы шли по специальной тропинке, а в некоторых местах поднимались по лестницам. Каково же было наше удивление, когда мы увидели, что музей находится прямо внутри горы. Там в витринах разложены древние археологические находки. Выйдя из музея, мы шли вверх еще минут 20. По пути заходили в маленькие пещеры, а когда мы поднялись на самую вершину, я увидела, что Сулайман-Тоо стоит прямо посреди города Ош. Я очень устала, мой братик тоже, но любуясь с высоты видом города, мы забыли об усталости, и нас радовало, что уже не надо больше идти вверх, а нужно только спускаться вниз. «Папа, мама, давайте еще раз зайдем в музей». Боюсь, не получится. Почему? Потому что вниз мы пойдем другим путем, по противоположной стороне горы, понимаете? Да, как интересно, новые приключения. Но будьте осторожны, пожалуйста. Там есть очень крутые спуски, и нам нужно торопиться, так как скоро начнет смеркаться. Мы спустились вниз. Все были довольны нашим семейным восхождением на Сулайман-Тоо. Мне показалось это очень интересным, что посреди города возвышается большая гора. Оказывается, длина Сулайман-Тоо более 1140 метров, ширина 560 метров, а высота около 150 метров. Ого! Это как дом в 50 этажей. Получается, мы залезли на 50 этаж пешком. Здорово-то как! Вот почему к концу дня мы были такими уставшими. На следующее утро мы поехали в город Узген. Из окна машины я увидела башню и стала кричать: «Смотрите, смотрите, там какая-то башня, как в восточных сказках. Давайте сначала туда заедем». Доченька, это и есть историко-архитектурный комплекс Узген. Правда? Мы уже приехали? Вот здорово! Я думала, будем ехать долго. Я хочу это видеть. Ура! Да, мы проехали от Оша до Узгена меньше 60 километров, а это около часа езды. Я думала, нам ехать так же долго, как из Баткена. Давайте пойдем туда быстрее смотреть на башенку.
Башня показалась мне очень необычной. Она была не похожа на здания, которые я видел раньше. Кроме этой башни в комплексе были другие здания. Папа сказал, что это мавзолеи. Мне очень понравился историко-архитектурный комплекс Узген, и я сделала много фотографий. Пока мы фотографировали, к нам подошла экскурсовод и спросила, не хотим ли мы узнать больше об Узгене. Конечно же, мы согласились. Экскурсовод водила нас по территории комплекса и рассказывала очень интересные вещи. Ученые считают, что Узгенский минарет был построен в середине XI века в период расцвета караханитской эпохи. С вершины минаретов муллы читали молитвы, чтобы всем горожанам было слышно. И поэтому минареты были выше других зданий и строились прямо в центре города. Еще она рассказала, что раньше минарет был скорее всего выше, а теперь стал пониже, потому что в течение сотен лет разрушался из-за дождя и снега. И люди, чтобы защитить эту прекрасную башню, накрыли ее куполом, который теперь защищает минарет от природных явлений – ветра, снега и дождя. Оказывается, ученые часто делают реставрацию древних сооружений. Реставрация – это когда восстанавливают разрушенные части, но с использованием современных материалов. Вот сколько нового я узнала об охране архитектурных памятников. Я просто влюбилась в Ошскую область. Я как будто попала в мир приключений. Восхождение на Сулайман-Тоо, узгенская архитектура, сам город Ош, в котором дороги то вверх, то вниз. Я сказала родителям, что с удовольствием бы переехала жить в город Ош. Размещайте свои фотографии с другими достопримечательностями Ошской области, кроме тех, которые я уже рассказал. И не забудьте использовать хэштег «Изучаем наш Кыргызстан Ош». 10 самых лучших фотографий получат в подарок книгу «Изучаем наш Кыргызстан» с моим автографом. Удачи!